В столице Якутии прошел 8-й конгресс местных и региональных властей Евразии. Организаторами мероприятия выступили Евразийское региональное отделение Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» ОГМВ совместно с правительством Республики Саха-Якутия и окружной администрацией города Якутска. Почему конгресс, почему именно Евразия? Потому что мы, наверное, в одной страновой категории. У нас одинаковые схожие проблемы. Мы делимся своим опытом. Каждый регион, каждая страна говорит о том, как они работали в тех или иных направлениях. И самые лучшие практики разбираем, самые худшие. И вот как раз за счет того, что мы многогранные идеи, они потом воплощаются в определенные результаты, которые потом в дальнейшем выливаются в совместные программы, совместные проекты, совместные какие-то мероприятия. Мы учимся друг у друга и перенимаем опыт у наших друзей. Конгресс проходил в смешанном формате офлайн и онлайн-связи. Участники обсудили стратегические направления укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения, изменение климата, в частности, таяние ледников и вечной мерзлоты, городскую жизнестойкость и управление отходами. На питч-сессии «Стратегические направления укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в Республике Саха» выступила депутат Якутской городской думы, главный врач Якутского республиканского онкологического диспансера Лена Афанасьева. Депутат в своем выступлении затронула тему формирования современной модели онкологической помощи в республике. Также она поделилась планами развития службы в рамках десятилетия здоровья в Республике Саха. Здравоохранение – это сегодня, первое, о чем думают, но здравоохранение не через призму работы медиков, а здравоохранение в отношении сохранения своего здоровья. И вот мы сегодня обсуждали, на самом деле, что, возможно, именно каким-то образом нам послан знак остановиться, задуматься, посмотреть вокруг, оценить ситуацию, в каком мире мы живем, как мы используем свое драгоценное время и возможно ли что-то сделать нам самим в первую очередь для того, чтобы сохранить свое здоровье. Конгресс местных и региональных властей Евразии шел 3 дня. Приглашенные специалисты делились опытом в различных сферах, при этом международным. На круглом столе, посвященном управлению отходами, опыт и перспективы, выступил глава городского округа город Якутск Евгений Григорьев. Город Якутск является членом этого сообщества ООН «Хабитат». И надо сказать, что 2 города России всего участвуют в этом. Это Санкт-Петербург и Якутск. Мы уже 2 раза проводили конференции «Города и люди». Этот конгресс, он не называется «Города и люди». В том же строю его можно также поставить, как эти конференции. Многие темы, которые сегодня у нас, развиваются в стране, в частности, говорили о развитии здравоохранения, очень многие говорили, что опыт Якутии очень ценен. И мне кажется, такие конференции, они действительно показывают, что наш город очень серьезно развивается. Развивается культурно, развивается интеллектуально. Это же тоже очень важно. Не случайно мы ставим задачу, чтобы город Якутск стал одним из ведущих городов нашей страны. И глава республики Асен Сергеевич Николаев ставит это действительно во главе очень многих задач. И мне кажется, такие конференции, они нам помогают действительно идти к этой точке. Город Якутск – один из лучших городов России. Ключевым моментом Конгресса стала Генеральная ассамблея Евразийского регионального отделения «Объединенные города и местные власти», которая собирается раз в 3 года и на котором обсуждаются внутренние уставные вопросы. В организацию вступили 5 муниципалитетов Якутии. Важнейшим вопросом Генеральной ассамблеи стало избрание руководства Евразийского отделения. Президентом был переизбран Ильсур Медшин, Республика Татарстан. Вице-президентом Айсен Николаев, глава Республики Саха-Якутия. В состав Совета вошли муниципалитеты городов России, в том числе и Якутии. Следующее заседание Совета было решено провести в городе Тэджон, Южная Корея, в ноябре 2022 года. В
столице Якутии идут работы на объектах национального проекта «Безопасные и качественные дороги». 36 объектов из 44 должны ввестись в этом году. 8 объектов являются переходящими на следующий 2022 год. По 36 объектам проведена контрактация. На 27 объектах работы ведутся. На объекте нацпроекта по улице Халтурина в качестве субподрядчика работает городское предприятие АО «Якутдарстрой». В данное время мы заканчиваем установку магистрального бордюрного камня по правой стороне. Далее занимаемся устройством новых холодков и в ближайшее время уже приступим непосредственно к строительству новых тротуаров. Сейчас делаем бордюр, то уже, во-первых, представление будем иметь о высоте нового слоя асфальтобетона. Все согласно контракту, проекту. В проекте дороги улицы Халтурина появятся автобусные остановки. Водоотведению уделено должное внимание. Коллектив АО «Якутдарстрой» намерен выполнить работы в срок. В День памяти и скорби в историческом парке «Россия. Моя история» города Якутска состоялась премьера грантового проекта президента России «Дети войны» творческой студии «Кюн Оголоро», посвященной памяти всем якутянам, работавших и ковавших Великую Победу во время Великой Отечественной войны. Сегодня мы в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны представляем документальный анимационный фильм серии Оголоро, то есть на русском «Дети войны». Это у нас первый полнометражный анимационный фильм в Якутии. Уникальность нашего проекта в том, что все эти анимация сделана именно с использованием художественных рисунков. Каждая история, это получается у нас там одна история, это 5-7 рисунков, из 5-7 рисунков состоит. И вот эти вот рисунки, они нарисованы профессиональными художниками. К сожалению, потери в тылу якутского народа в военные годы в 2 раза больше людей, чем на полях войны. Только в одном Татинском улусе население сократилось на 51%. И мы знаем, что якутяне с самого начала Великой Отечественной войны принимали активное участие не только на фронтах, но и в тылу. И, конечно же, не оставались на стороне дети, которые оставались в хозяйстве, работали наравне со взрослыми, стариками, с бабушками, вносили свой вклад в дело победы в Великой Отечественной войне. Это были самые трудные времена, потому что силами детей мы поднимали хозяйство, держали скот, и другие тяжелые труды, которые были очень тяжелы для молодого возраста. И сегодня из рассказа актеров видно, что пронизывается вся история войны. И отрадно, что рассказывают в самом фильме сами непосредственные участники этого события. Дети войны, которые пережили эту трагедию, которые вносили своим трудом большой вклад в дело победы. Я думаю, что нам нужно этот проект реализовывать во всей республике, показывать во всех населенных пунктах, потому что каждая семья найдет в этой истории свою историю. Анимационный фильм с серии «Оголоро. Дети войны» основывается на воспоминаниях детей войны Татинского улуса, где они рассказывают о пережитых ими событиях в годы Великой Отечественной войны. Показ фильма проходит в стенах исторического парка. Здесь же открылась выставка рисунков и эскизов по мотивам фильма для свободного посещения. Город Якутск, исторический парк «Россия. Моя история», улица Уткина, 5. Июнь – пора выпускников школ и не только. К сожалению, пандемия внесла жесткие коррективы. Выпускные в этом году проходят в закрытом режиме, где присутствуют родители, выпускники, а также преподаватели. Такой выпускной состоялся в Якутском колледже культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой.
Но в этом году мы в связи с ограничениями решили вручить торжественно дипломы нашим выпускникам отдельно по группам. И сегодня по счету 3-й раз вручили. И в этом году у нас заканчивают специалисты народного художественного творчества по виду фото-видеотворчества. На эту специализацию мы раз в 4 года набираем, и поэтому эти выпускники очень долгожданные. 4 года освоили всю компетентную характеристику, уже знают, умеют, и их уже ждут во многих учреждениях нашей по аудиовизуальному творчеству, да, такие как НВК «Саха», Саха-фильм, ну и многие кинокомпании. Я не сомневаюсь в этих ребят, их имена мы еще услышим, и они и в кинопроизводстве, и в телевидении, и также как преподаватели добьются многого. Я в этом уверен и надеюсь. В связи с тем, что группа по-своему уникальна, она набирается раз в 4 года и ведет ее Сергей Зверев, известный режиссер, выпускник Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. При требовательности преподавателя из 20 человек из группы до выпуска выпал только 1 человек. С профессиональной точки зрения хорошо, что у нас есть больше практики, как говорится. Теории, конечно, мало, но это уже на высших надо учить. И какие пожелания? За вами пойдут другие? Больше нервов, терпения и, не знаю. Сильно не принимать близко к сердцу эти критики людей, наших преподавателей. Специальность фото- и видеотворчества очень востребована в наше время, но имеет свою четкую индивидуальность. Они индивидуалисты, операторы, монтажеры, фотографы, да, поэтому работать с ними немножко нужно иметь закалку, да. Они очень разные и в творческом плане, и в человеческом плане, но я очень рад сегодня, что они завершили свое обучение в колледже и получили данную квалификацию. Надеюсь, будет им полезно, потому что на сегодняшний день это же развито. И вот такая медиаиндустрия, фотографирование, видео, фото еще будет набирать обороты. Да? В этом году тоже объявлен прием на эту специальность, и конкурс уже составляет 10 человек на одно место. Если абитуриентам еще предстоит узнать вкус профессии по специальности фото- и видеотворчества, то выпускникам мы пожелаем в добрый путь. Видеоматериалы с телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале «Округ ТВ», а на своем телефоне или на компьютере набираете «Округ.ТВ», смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс «Округ ТВ».